Я, честно говоря, испытал сегодня такие чувства. Мне было настолько гордо слышать, когда награждали сегодня наших врачей, работников культуры, искусства, журналистов, историков, учителей. И параллельно с ними не забыли. Назвали несколько имен людей, составляющих, в общем-то, гордость нашего народа, которых уже нет в живых. Там были среди них и революционеры, там были среди них и спортсмены. Тот же Бердиулоев, которого сегодня посмертно, так сказать, наградили. Это, по сути дела, мы сегодня, может быть, если над этим задумаемся, мы сегодня проходим этап осознания себя. Себя как нации, себя как народа в рамках истории. Кто-то может там сказать, что вот как много награжденных, там чуть ли не группами целыми и так далее. Так это же не додали когда-то этим же людям награды. Что такое награда? Это не только медаль или орден, который ему вешают. Это признание его заслуг. И если власть признает эти заслуги за человеком, значит, она признает его своим гражданином, членом общества своего, как опора, на которой это государство зиждется. Сегодня среди награжденных был еще и мой товарищ, наш олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Он у нас один. Больше того, он вообще был первый среди войнахов олимпийский чемпион, по крайней мере, как мы начали в них участвовать. И вот сегодня власть официально признала его заслуги перед народом. Эту награду я, в общем-то, даже где-то так почувствовал, что она и моя. Его успехи, они мои. И если будет все, что мы в этой жизни видим, лучшее происходить с нами, с нашей республикой, это же нам только плюс. Мы должны жить красиво, мы должны жить умно, тем более, что мы можем так жить.